Всем привет! Рада приветствовать вас в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня пятница, а это самый классный будний день недели. Не думайте сегодня о понедельнике, а вместе с нами заряжайтесь хорошим настроением на предстоящие выходные. Оля, а сколько ты времени в сутки проводишь в социальных сетях? Ой, Леш, я не считала, но, знаешь, стараюсь не злоупотреблять. Тем более 8 часов, это ж сон как бы еще. А помнишь, как в детстве вот по телевизору мультики начинают идти и сразу радостно становится? А теперь залазишь на YouTube и смотришь, что хочешь. Послушай, я не поняла, с чего такая ностальгия? Дело в том, что 23 августа 1991 года был открыт доступ к первому публичному веб-серверу. Тем самым я могу тебе сказать, что сегодня день рождения всемирной паутины. Сегодня 23 августа, и одна очень популярная дама празднует свой день рождения. Я бы не отказался нанести ей визит. Ты знаешь, я бы тоже хотела съездить в Копенгаген, ведь там так красиво. Это мы к чему? Более 100 лет назад, в этот день, в 1913 году, в столице Дании была открыта статуя русалочки. Как мы можем отпраздновать этот день, Оля? Я предлагаю посвятить этому событию нашу традиционную рубрику ТОП-5 и рассказать о самых интересных и знаменитых литературных памятниках. На пятом месте нашего рейтинга необычный памятник, посвященный повести Николая Гоголя, который так и называется «Нос». По сюжету Нос сбежал от своего хозяина, майора Ковалева, и отправился путешествовать по Санкт-Петербургу. Эту историю создатели памятника и воплотили в мраморе. Четвертую строчку мы отдали бронзовому воплощению Дон Кихота и Санчо Панса в Мадриде. Строго говоря, это фрагмент памятника писателю Мигелю де Сервантесу, расположенному в районе Королевского дворца. Но мы решили, что без этих двух известнейших персонажей европейской литературы наш список будет неполным. На третьей позиции памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону в Москве. Несмотря на то, что памятники героям Артура Конан Дойла установлены во многих городах мира, мы выбрали именно этот. Во-первых, недалеко, можно съездить и сделать селфи. А во-вторых, в образе героев угадываются черты актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина. Они воплотили образы этих героев в советском многосерийном фильме, который многими признается одной из лучших экранизаций книг о знаменитом сыщике в мире. На второй строке, пожалуй, самая оригинальная статуя из нашего списка. Памятник Человеку-невидимке, герою Герберта Уэллса, установлен в российском Екатеринбурге. Элементы монумента — постамент, 2 отпечатка ног, надпись. Вот и все. По словам авторов, их работа посвящена не только литературному герою, но и одиночеству каждого человека в современном мире. И на первое место мы поместили памятник героям братьев Гримм, бременским музыкантам. Пирамида из 4 животных была создана скульптором Герхардом Марксом в середине 20 века. Скульптура установлена возле ратуши города Бремена и является одной из главных достопримечательностей 10-го по величине города Германии. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Пришло время представить вам нашего первого гостя, и сегодня у нас в студии певец Юзари. У нас в гостях Юзари, музыкант, который расскажет нам, сложно ли продвигать белорусскую культуру на зарубежных фестивалях, как настроиться на выступление перед большой аудиторией и о своем отношении к шоу-бизнесу в целом. Привет. 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 Юзари, я знаю, что у тебя есть много новостей творческого характера. Поделись с нами, пожалуйста. И творческого, и не творческого. Ну, давайте с творческого начнем. Конечно, все ждали и спрашивали, когда же будет альбом. К этому альбому мы отнеслись очень, так скажем, и осторожно, и очень ответственно. Не хотелось создавать альбом ради создания альбома, поэтому каждая песня вынашивалась, а их не так много, их 7 всего песен, около 9 лет. 9 лет? Да. Для того, чтобы написать на белорусской мове, нужно начать размовлять по-белорусски. Только тогда возможно создание мелодики, нашей современной мелодики, потому что наша белорусская мелодика осталась во временах песняров, и хотелось все-таки сделать мову современной, модной и с каким-то своим лицом. Поэтому сделали альбом «Подяка сердца», мы назвали, потому что это как бы благодарность своему же сердцу, и в то же время сердце тебя благодарит за то, что ты все-таки относишься к своим корням, к своему «я». Такой нашумевший альбом в плане того, что каждая песня имеет свое точечное назначение. Какая-то песня очень театральная, какая-то песня так визуальная, какая-то песня роковая, какая-то блюзовая. Юзари, а есть в твоем альбоме песня, которая посвящена конкретно какому-то человеку?
Нет, к сожалению, нет. Может быть, я до этого когда-нибудь дойду, но могу сказать, что если бы я посвятил песню какому-то определенному человеку, то я бы показал его только этому человеку. Почему? Если я лично человеку пишу, то я должен лично ему это дать. И скорее это его будет инициатива, если он опубликует эту песню. Это не... Если уже это подарок, то это подарок. Вот, допустим, я выдумляю, я не создавалась не с этой мыслью, но я выдумляю, стала гимном очень многих людей, которые были... Мы делали в 2016 году большую акцию ООН, которая помогала нуждающим людям, ну, инклюзивная Беларусь, да, и эта песня была как бы каждый из города в город, мы исполняли именно эту песню, потому что просили именно эту песню. И она как бы таким стала таким символом, народным, да? Символом, народным таким гимном. Поэтому вот скорее такие у меня есть, такой есть опыт. Смотри, вот лето, пора фестивалей. Расскажи, в каких ты участвовал. Самые масштабные, там, что запомнилось или вообще... И на самом деле лето у меня ассоциируется больше с Лаймой Вайкуле, потому что каждый год, уже третий год подряд, я езжу к ней в гости. Не знаю, к сожалению или к счастью, единственный белорус, который туда ездит. Счастье, счастье. Из артистов. Но я стараюсь всячески популяризировать это, потому что не каждый... К сожалению, не каждый артист в Беларуси, который выступает за рубежом, исполняет песни на родном языке. Лайма Вайкуле очень поддержала эту идею, этот месседж, так скажем. Вот. И в этом году как бы мы еще поехали с выездом в Одессу. Совершенно такой другой вообще получился формат фестиваля. Больше такой, скажем, близкий для зрителя. А в Юрмала все-таки такой он более статусный, более такой имиджевый, более престижный, что ли. Вот эти слова, они более подходят для юрмальского рандеву. Вот. Я люблю такого вида фестиваля, потому что я считаю, что ну и музыка, в принципе, моя музыка, она более подходит для такой интеллектуального зрителя, так скажем, и которые такие люди, которые понимают какие-то тонкие грани музыкального материала. Не для всех, да? Ну, мы можем просто взять под гитару, исполнить что-то для души, да, но в то же время мы потом это же для души может потом нам аукнуться тем, что мы полностью потеряем, в принципе, ощущение вкуса. Потому что если мы будем жрать все время картошку фри, да, то мы в итоге потеряем ощущение, что же такое наше деревенское, там, допустим, бабушка приготовила нам, да. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. У нас в гостях певец Юзари. Юзари, у тебя есть какие-то свои фишечки, либо какие-то, знаешь, определенные действия, как ты себя подготавливаешь перед концертом, перед выходом на сцену? Ну, во-первых, я прокручиваю мысли в голове, для чего я это делаю. Цель твоего пребывания здесь, в той стране или в том городе, для чего ты это делаешь? Какой ответ чаще всего на этот вопрос? Первым долгом не пощекотать свое эго. Не для этого, просто для того, чтобы сделать это так, чтобы это имело дальнейшее продолжение. Это, знаете, как самая классная продажа, это когда твои клиенты остаются с тобой. Вот, наверное, мой зритель должен остаться со мной. Моя задача, чтобы... Это разовая продажа, чтобы да, он что смотрите, пошел. я тут, привет, ребята, все всем здорово, пиз, да? Нет. Этого нет, Но второй раз они потом не придут. Ну да, из-за того дальше не пойдут. Нету ничего будут запоминающего, нет ничего такого, что тронуло, нету. Вот должно тронуть так настолько, чтобы он остался, чтобы он посмотрел, или чтобы он подошел, или он бы подписался на страничку в Инстаграме и так далее. Моя задача, чтобы через меня узнали о моей стране, о моей культуре, захотели об этом узнать, а не навязали им листовочки пораздавать. То есть не в этом суть. Типа окна, двери. Да, типа окна, двери. Но есть какой-то определенный вот один ритуал, который ты всегда делаешь, и вот, ну, если бы я, естественно, этого не знаю, я посмотрела и подумала, о, как интересно. Что ты хочешь слышать, как он Не, я не знаю, разбивает бутылку пустую? Я не раздуваю костер, знаешь, хожу с ним там Ну, там, шаманами. не знаю, там, знаешь, именно определенным гелем ты ставишь Кота волосы. опускает Да. перед собой. Сцена новоселья первый раз здесь. Кота Нет, нужно запустить. перед Евровидением, наверное, было. Я
я принимал душ просто очень долго. Я стоял просто перед водой, просто вот меня все согревало. И потом я вышел очень таким каким-то совершенно другим ощущением. Единственное вот это было, то есть душ, да. Когда ты разбираешься во всех аспектах твоей деятельности, да, то есть ты знаешь, как должен работать там свет, как звук, как экраны и так далее. В основном ты заморачиваешься о многих вещах не как артист. Ты начинаешь сразу ощущать это. Знаете, чем отличается исполнитель от артиста? Чем? Исполнитель исполняет песню. Он не знает, что вокруг, какие идеи у него на сцене происходят. Это очень заметно, когда... А думаешь, это всем важно? Может быть, всем это не важно, но я это, допустим, зная это, я ощущаю. Вот попробуешь ты сегодня не есть мясо, да, допустим, и ты поймешь, что это возможно. Но что именно для тебя это важно, ты поймешь, что когда ты не будешь есть и будешь есть, и ты соединишь это и решишь, как же тебе лучше это делать. Ну, допустим, да? Либо так, либо так. Да, либо так, либо так. В то же время ты ощущаешь разницу. Вот, допустим, вокальная техника есть бельканто, да? Понятная, всемирно признанная и самая правильная, да, так скажем, для природы вокальной. Я просто ей владею, и когда я вернулся после детства в бельканто, для меня эстрадная музыка, которая звучит на радиостанциях, стала пустой. У меня в башке происходило просто какой-то коллапс. Я как бы вроде бы с эстрадной музыкой связан, с популярной, да, но в то же время, когда я свой аппарат перенастроил на бельканто, я понимаю, что это неправда. А бельканто это как? Паваротти — это бельканто. Это... Да, это чистое бельканто. Поворотти Оля знает только налево и направо. Включи Паваротти. Папа, включи Поворотти. Маршрутчик ты не там сделал Поворотти. Высаживай. Я бы, наверное, советовал каждому вокалисту просто обратиться к бельканто, попробовать эту технику на себе. И очень многое что открывается, и по-другому смотришь вообще, в принципе, на свое творчество и на свои методы исполнения. Юзри, мы всем нашим гостям предлагаем с нами немножко поиграть. Смотри, объясню правила, они в принципе запредельно простые. Сейчас будут звучать известные композиции, но задом наперед. В принципе, твоя задача их угадать, Это отгадать. чьи-то или мои? Не твои. Итак, давай слушаем первую композицию. It's my life, да? Да, да, молодец. Клево. Клево. А сейчас вторая композиция, слушаем. Я уже узнал. Как же она? Шашлык выносит Да, под да, нее да, обычно в последнее время. Да. Есть такой мопед заграничный. Заграничный. Слушай, не знаю. Давайте послушаем правильный ответ. Давай. Я говорю, может быть, я узнаю. Это скутер. Скутер. Скутер Фаер. Давайте послушаем песню номер 3. Давай. Да это по-любому Солодуха. Это по-любому все. Давай послушаем, как звучит оригинал. Ну, конечно, что же еще? Ну, ты угадал. Ладно, слушай, Юзарип, назови, пожалуйста, 3 известных песни Александра Солодухи. Не знаю, Человек-виноград, этот... Чужая милая, треть не знаю. В этом и был вопрос, потому что ее нет. Или песня X. Ребята, нам надо послушать 4-ю песню. Time is like a thunder, да? Моя time, да? Да, ты молодец. Да. Давайте послушаем. Ускоренная. Ага.
Юзари, когда ты слышишь свои треки по радио, может быть, видишь какие-то концерты, ты себя как нормально воспринимаешь? Или ты всегда смотришь так вот Он лучше сам бы... себе автограф дает. Ну, знаешь, так бывает, что... Можно вас сразу заказать, да? Думаю, можно с вами сфоткаться. Я к критике нормально отношусь, потому что, в принципе, потому что если мы не будем относиться к критике нормально, то нам надо полечиться немножко. Критика от профессионала или просто От вот я тебе любого. могу сказать, что, знаешь, мне не нравится. Ну хорошо, отлично. То есть Ну, ты спокойно на это Да, ответишь? я абсолютно, потому что это аналитика, Да, да, работа над аналитика, собой, да? аналитика аудитории, как они воспринимают тебя. Ведь когда ты, опять же таки, для чего ты выходишь на сцену? Ты выходишь для народа. И если народ тебе тыркает о том, что смотри, мне это не нравится, значит, это какой-то сигнал о том, что ну, вот какой-то такому контингенту, представители этой аудитории, ему это не нравится. То есть, Соответственно, ну, понимаешь, если на сцене лежит щебень, то что-то не нравится зрителям, да? лежит щебень. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас в гостях певец Юзари. Я знаю, что у тебя есть какой-то подарок для наших телезрителей. Да, у меня есть подарок, сам этот альбом в физическом носителе. Должно Здесь что-то как бы оставаться присутствую материальным. я в принципе, потому что это все сделано, можно сказать, придумано мной и просто уже изготовлено. Посмотри, покажи, может, как это выглядает. Ну что ж, дорогие телезрители, правила нашего розыгрыша не изменились. Вам нужно подписаться на инстаграм Юзари, также подписаться на наш инстаграм утреннего шоу «Подъем». Там, когда вы увидите пост, где мы будем все втроем вот с этой замечательной коробочкой, вам нужно под этим постом оставить комментарий, и с помощью генератора случайных чисел мы вычислим победителя. Все, Юзари, спасибо большое, что Дякую. посетил нас. Дякую. Нам очень было приятно с тобой поближе познакомиться, пообщаться. И реально гордимся, что у нас такой земляк. Спасибо. Спасибо большое за интересную беседу. Дякую, великий. Мы снова в студии утренней программы «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И пришло время поприветствовать нашего следующего гостя. К нам сегодня пришла певица, представительница Беларуси на Евровидении 2019 Зена. Привет, Зинаида Александровна. Привет. Привет, Зина. Где учатся на вахтерш? В вахтерне. У кого самый большой рот? Я не знаю. Поделись своим секретом красоты. Что делать при нападении зомби? Сказать им, что ты из группы Дупло. Сколько мороженого нужно съесть, чтобы стало холодно? Я знаю, сколько надо съесть, чтобы стало плохо. У нас в гостях Зена, а это значит, что мы узнаем подробности об участии юной певицы в конкурсе Евровидения 2019, поговорим о том, кто из знаменитых исполнителей ее вдохновляет и с кем Зена мечтает выступить на одной сцене. Скажи, пожалуйста, вот стоя на большой сцене Евровидения, да, тебе 16. Какие эмоции может испытывать 16-летняя девушка, когда ты стоишь перед такой аудиторией? Ты расскажи Обычные, нам. Какие человеческие, обычные? веселые. Какие Мне было очень весело. Я чувствовала, что я выхожу по фану чисто на сцену. Как ты из Просто подъезда вышла и сделала. выходишь? Да, очень спокойно. Конечно, на репетициях было сложно, тяжело, и я очень сильно волновалась, а потом такая, а что я теряю в этой жизни? Мне только 16. Вышла, отпела и ушла. Я тоже так хочу думать. Ну, уже ты старт неплохой. Мы тоже можем вас подготовить. Да? Да. Но мне уже не 16. Так а какая разница? У меня уже есть какой-то жизненный опыт, и мне поэтому страшно. Я себя представила на твоем месте. Мне кажется, я бы задрожала, я не знаю, тряслась бы, начала бы рыдать. Ну, я, в принципе, сильно не волнуюсь, когда выхожу на сцену, потому что я уже на сцене лет 10, наверное. И 6? да. Ого. Зен, что тебя впечатлило больше всего на Евровидении? Атмосфера, технический уровень? Может быть, люди тебя как-то впечатлили? Все было очень четко, по расписанию, все было минутка в минутку, и никогда не было каких-то сбоев, сдвигов. То есть все было очень круто. И каждый раз, когда у нас были генпрогоны, все было на полную катушку реально. То есть как в сам день финала. Это очень круто.
И команда была очень классная. Такого- Все дружили, все любили друг друга, заботились об атмосфере, о выступлении и так далее. А что, неужели такого у нас в Беларуси нет на концертах? Ну, у нас же в Беларуси нет Евровидения, ну о чем вы говорите? Ты знаешь, Как бы всё очевидно. Нет, я понимаю. Ты на Славянском базаре выступала? Выступала. Это было так давно. Но это разные конкурсы. Вот, ну, если сравнивать даже Славянский базар и Евровидение, это же разные масштабы, это разный уровень, это разные люди, разные... Ни там тебе не было страшно. Ни там, ни там. Ты А вот ты- говоришь... а страшно. Как может быть страшно, если ты выходишь на сцену и поешь и делаешь то, что тебе нравится? Я знаю, почему ты Зена. Ты бесстрашная, ты королева воинов, Ой, да? как оригинально! Да, я не знаю. Вот только что я, наверное, Ну, 285-й человек, который тебе Может быть, рассказал. это какая-то есть отсылка, но... Да просто я уверенный в себе человек. Смотри, ты говоришь, что сплоченная команда, вы там живете, да, вот как на всех проектах, там танцы, комеди баттл, там заезжаешь, Comedy Battle живем. Не, ну, живешь, ну, заезжаешь на проект на Евровидении и Евровидение. живешь. Ну, Евровидение это не проект, а конкурс. Да, На он- проект был у меня «Фабрика звезд». Там я жила 4 месяца. А Евровидение, да, мы месяц, вся команда приехала в Израиль, и мы там жили, готовились, Все участники? репетировали. Да, все страны. И Сколько там было? 49 стран или 49? Как вообще вот атмосфера, ты говоришь, ну, никто не строил никаких Ну, нормально, козней, бегали ничего? по номерам, тусовались, не спали, репетировали, пели. Все круто. Я Это понимаю. прикольно. А на Евровидении тебя кто больше всех из участников впечатлил? И- Португалия. Португалия? Они не прошли финал, к сожалению, но это было мега-супер потрясающее выступление с очень современной музыкой, с классным минималистичным выступлением, номером. И это было безумно круто. И человек классный, и костюмы классные, и песни классные, все классно. 100% друг к другу в номера бегали. Нет, мы особо не знакомы, мы вообще не знакомы с ним, но я его очень сильно поддерживала. И мне было очень обидно, когда он не прошел. Eu só parto aquilo que é meu. Tu para ver se a saudade morre. Vai na volta de quem morre sou. Есть у тебя в планах еще раз поучаствовать в Евровидении? Нет. Как Сергей Спасибо Лазарев? вам большое, не Почему? хочу. Ну а зачем? Один раз и хватит. Я не понимаю, как бы зачем несколько раз ездить на Евровидение. сейчас Мне кажется, тебе это конкурс вот, 16? вот один раз ты съездил, получил свое, все. А если какой-то конкурс, куда бы ты с удовольствием бы попала, съездила? Ой, честно говоря, не знаю. Наверное, я уже не хочу по конкурсам ездить. Вот просто выступления, концерты, там свой какой-то концерт собрать, альбом выпустить, но не конкурсы. Вот нахавалась Да? вдоволь. Сейчас чем планируешь заниматься в ближайшее Сейчас у меня немножко лето, я отдыхаю, все замечательно. Параллельно с этим я пишу свою музыку. Думаю, в начале учебного года ее выпускать, альбомчик там или синглы какие-то, клипчики снимать, выступать. время? То есть такой Такая easy спокойная, light, да-да-да. Ну, вы так говорите, как будто это реально изи. Это вообще не изи. Ну, рассказываешь, ты смотри, ты ничего не боишься, у тебя так все легко и Ой. спокойно. Давай расскажи нам про трудности, с которыми ты вот каждый день сталкиваешься в своем творчестве. Вот что тебе, сложно тебе вставать на эти репетиции ходить. Нет, ну смотрите, сейчас у меня лето, у меня нет особо каких-то репетиций. Репетиции у меня тогда, когда я готовлюсь к какому-то проекту, конкурсу, к проекту, к каким-то съемкам, или вот, например, сейчас к выпуску песен, я поеду в Москву там готовиться. То есть это все надо собирать, выпускать, сводить, где-то дописывать, переписывать, делать обложку для альбома, каждой песне придумай название. Ну, то есть это такой творческий процесс, он постоянный. Мы вернулись в студию утреннего шоу «Подъем», и у нас в гостях певица Зена. Зена, скажи, пожалуйста, какие качества помогли тебе и, возможно, помогут другим людям добиться вот каких-то больших результатов в творчестве, в работе? В себя верить, собрать команду людей, которые будут тоже в тебя верить и тебе в этом помогать. То есть быть не одному, а с кем-то всегда. И поставил цель, пошел к ней. То есть не задумываться особо и не думать, что с тобой может произойти, если ты это сделаешь. Как ты относишься к хейтерам? Отлично. Они молодцы. Да? У них есть время на тебя, вы понимаете? мгм. То есть они уделяют тебе кусочек своей жизни и постоянно тебе что-то пишут. Ну, молодцы люди. Ты даешь какую-то реакцию? Нет, никакой Никогда. реакции не даю. Но если комментарий какой-то ужасно смешной, то я даю реакцию. Такую же ужасно смешную. Да? Если про тебя говорят, это хорошо. Если про тебя не будут говорить, то Значит, уже Проблемки, есть проблемки, да. Смотри, к нам в гости часто приходят видеоблогеры. Ты для себя рассматриваешь YouTube как платформу для какого-то продвижения? ну как сказать, я была когда-то в каком-то топе 5 белорусских блогеров. Я не особо считаю себя блогером, но я веду, в принципе, Инстаграм, YouTube. У тебя есть какие-то,
скажем так, любимые видеоблогеры, которых ты смотришь периодически? Ну, из белорусских, наверное, это «Приятный Ильдар». Единственный человек, которого я так вот смотрю. Вот. Нравится... Он, да? Он, Да? да. А я что Нравится сказала? он. Ну, Кто? Эльдар. Да. Ну, нет, YouTube-канал его. А. Да. Вот, видишь, как- вот. Вообще в плотном графике твоем находится какое-то время на отдых? Когда Я ты прям видела, да, видела, где Зена отдыхает. Нет, у меня на все есть время, кафе реально. Сайгон. Это из его юности. Шутки, я поняла. 20 лет назад. Я видела, где Зена. У меня всегда есть время на отдохнуть, и я не считаю, что у меня такая работа по графику, что у меня нет времени на отдых. То есть у меня работа и отдых, это как-то все пересекается, все вместе. То есть я и работаю, и отдыхаю. Я не хожу в 7 утра на работу, поэтому... Зря на подшипников. Вообще нехватка. Зена, мы каждому нашему гостю предлагаем какой-то интерактив. Такую маленькую игру. Готова? Ну, давайте. Зена, правила очень простые. Сейчас будет играть биток. На планшете будут появляться слова. Ты должна будешь зафристайлить и вплетать вот эти слова, собственно, которые видишь на планшете. Давайте. Все вместе, пожалуйста, потому что я не рэп. Ну, ты хотя бы певица, мы-то вообще нет. О, классный бит! Ага. Молодечно, живет в моей душе вечно, ничто не вечно, как полторашка. Ушка, я не знаю. Чебурашка. Ски. Лукошка. Взял Антошка, идет туда под мышку. Лукошка, подмышка, Антошка. Вот такая веселая бабушка-кошка. Что это такое? Волторна! Она! Гантеля! Изабелла, Омлета, Анелла, я не знаю, Барбариска. Барбариска! Четкая киска, калькулятор. Я не знаю, что Будешь использовать ты рифмируется. калькулятор, будешь пахать огород, как мотокультиватор. Сарделька. Можно я просто посмеюсь? Монокль? Монокль. Сейчас тяни. О, монокль. Он такой прекрасный. Прекрасный Power Ranger. Вспомнила про брата. Power Ranger. Где твоя сила, юный стрэнджер? Молоковоз. Е-е-е! Не копай навоз. Его много, но ты не вешай нос. Впереди дорога. Пилюля. У меня есть подруга Юля. Клево. Что такое шмайсер? Неважно. Это немецкий пистолет. Шмайсер. Пау. Я тебя разрублю на куски. Это уже Шмайсер. это Версус начался. Версус закрыли то. Я тебя разрублю за куски. Раунд! Деталь. Я нажму на педаль. Вылетел деталь. У меня рифмы просто на 2 слова. Бурундук съел фундук. Так. Дух. Лошица. Ложится. Ладно, лошица. Ночью во мне просыпается жрица. Я поеду отдыхать в санаторий Крыница. Щебенка? Да. Заведи себе ребенка. Щебенка, заведи себе ребенка. Столб. Да. Берлога, отличная. Много. Их так много. Берлога. Я люблю берлоги. Так же, как и ваши прекрасные ноги. Перловка. Ты такая У плутовка. моей подруги была духовка. И еще у нее был парень Вовка. Отличный парень. Готовил в духовке перловку. Когда Вовка ее кинул, она объявила голодовку. Забастовку. Раунд. Дуло. Очень весело. Радикулит. В спине болит. Я не знаю. А может, доктор Айболит? О, боже Все мой. это было круто. Молодец, это было здорово.
Вообще нормальная уже группа у нас есть, да, еще на Трио подтанцовке. дупло. Трио дупло. Это дорога к успеху. Мы вернулись в студию утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас в гостях певица Зена. Привет еще раз. Привет еще раз. Привет, скажи, пожалуйста, вот из белорусских артистов, кто тебя больше всех впечатляет вообще? Что ты скажешь? Макс Корж и Александр Солодуха. Почему такая разница? Ну, они же крутые. Я считаю, что Тима они такие белорусский? живые легенды, реально. Тим. Нет. Вот у нас есть два олдскула. Макс Корж и Александр Солодуха. А назови, пожалуйста, 3 известных песни Александра Солодухи. Не знаю. Ну, Ну, мне просто нравится, что он делает на сцене. Мне нравится, как он говорит во время песни. Какая у него атмосфера, смертельный аура. номер на Потому стуле. что это про виноград, но это его песня, да? Да. Ну вот, эту я знаю только. А еще одна Ой, самая не знаю. известная. Давайте у нас будет топ-1. Пожалуйста, для меня. Зена, с каким артистом ты бы хотела спеть? Вообще, в в принципе, да. Это очень сложно. Ну, давай пофантазируем. Блин. Может, Ну, я думаю, что я бы хотела вот с Рианой, может быть, с Бруно Марсом. Вот это такие ребята, которые мне очень нравятся. С Солодухой. Ну, Вот это вообще реально. Если- Я очень хочу. если с Я Бруно- еще не могу понять, почему мы еще фит не записали. Зена, я знаю, что у тебя есть какой-то подарочек для наших телезрителей. Расскажи, что за он. У меня есть подарки, они очень классные. Это сертификаты на одежду. Тот, кто побеждает, получает сертификат и идет брать любую вещь из моей коллекции, либо в шоуруме 711. И так как я очень добрая, на самом деле, и щедрая душа, и так как вы мне очень понравились, конечно же, я хочу вам подарить по одному сертификату. Спасибо большое. Итак, для тех, кто хочет получить один из этих 2 сертификатов, вам нужно будет подписаться на Инстаграм Зены, на Инстаграм утреннего шоу «Подъем». И когда вы увидите фотографию, где будет Оля, Зена и я, и вот эти сертификаты, вам под этим постом нужно будет оставить комментарий. А мы с помощью генератора случайных чисел определим 2 победителей. Все просто, не тормозите, все в ваших руках. Зена, спасибо тебе большое за интересную беседу. Ты, И правда, вам очень спасибо. позитивная, интересная девушка. Трио дупло всегда в моем сердце. Трио дупло forever. Наш пятничный эфир подходит к концу, поэтому нам пора прощаться. Обращаю внимание тех, кто встает рано и по выходным. В воскресенье на телеканале ТНТ Интернешнл будут показаны самые лучшие фрагменты нашего утреннего шоу «Подъем». Поэтому не пропустите. Неделя у нас была веселая, интересные ролики, классные клипы, увлекательные беседы. Желаем вам отличных выходных, друзья. До скорой встречи, скоро увидимся, пока! Пока!